Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре 30 декабря, предпоследний день этого года. И с вами этот четверг встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Друзья, ну что, до наступления Нового года осталось совсем ничего, совсем чуть-чуть, поэтому мы также сделали небольшой подарок, какой вы узнаете не только сегодня, но и полностью узнаете об этом завтра. А также актеры Русского драматического театра подготовили новогодние премьеры. Какие именно, вы узнаете сегодня от наших гостей, так сказать, из первых уст. Ну а также, друзья, мы узнаем о мальчике, который копит на свою мечту и для этого сделал интересную услугу для своих соседей. А также мы узнаем, какие именитые спортсмены растут в Хангаласском Лосе. Ну и в завершении нашей программы мы сегодня услышим замечательный голос сербской певицы Симониды, которая многим понравилась нашим телезрителям. Друзья, мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, какие у вас планы на этот Новый год, а также поздравляйте своих родных и близких с приближающимися праздниками. Ну, а также следите за нашим инстаграмом, также можете туда отправлять свои сообщения. Напоминаем также, что нас показывают не только по телевизору, но и в приложении НВК Саха. Вы можете смотреть на нас на своих мобильных устройствах. А если у вас нет возможности смотреть нас в прямом эфире, все наши эфиры сохраняются на нашем YouTube-канале як24.ру. Ну и предлагаем начать с разговора о погоде за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 43-46 градусов мороза. В заречной группе 42-48 ниже 0. В южных в это утро в Алдане минус 32 и минус 34. В городе Нерингре в Вилюйской группе минус 36, минус 42. В Нижнеленских 41-47 градусов мороза, а в западных 29-34. В Колымы-Индигирской группе улусов минус 30 и минус 51 в это утро. В Янских минус 36, минус 49. На северо-западе 20-32 ниже 0. Со Скалахи минус 20. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 45 градусов мороза. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Штиль. В течение дня преимущественно без осадков, туман и ветер переменный. Подует с порывами от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем 40-42 градуса мороза. Ну что, друзья, буквально уже послезавтра новогоднее настроение полностью охватит нас. Почему и, конечно, завтра? Послезавтра. Завтра, 31-го. Да, 30, ну, я имею в виду, 31-го, а 1-го наступит, соответственно, послезавтра. Ну, завтра, для кого-то послезавтра. В общем, насколько вы ждете Новый год. Ну, а чем заняться сегодня? Сегодня можно, например, заворачивать уже купленные подарки. Причем сегодня именно такой день. На календаре 30 декабря. Сегодня отмечают День заворачивания подарков, День образования СССР, праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту. В этот день чтят память пророка Данила. В народный праздник принято ставить постановки об истории жизни 3 святых – Анания, Азария и Мисаила. В былые времена люди в этот день разводили костры. Они считали, что пламя разгонит стужу. Незамужние девушки гадали на суженых. Согласно народным приметам, метель в этот день предвещает обильный урожай меда. События в этот день. На сцене Чикагского оперного театра состоялась премьера оперы Прокофьева «Любовь к 3 апельсинам». Образован Союз Советских Социалистических Республик. В этот день советскому химику Сергею Лебедеву первому в мире удалось произвести синтетический каучук. Установлены почетные звания Российской Федерации. В этот день родились Василий I, великий князь московский, Ахмед III, 23-й османский султан,
Редьярд Киплинг, английский писатель, поэт и новеллист, Нобелевский лауреат. Дмитрий Кабалевский, советский композитор, народный артист СССР. Даниил Хармс, советский писатель, поэт, прозаик. Именины сегодня отмечают Ян, Степан, Сергей, Петр, Николай, Никита, Иван, Денис, Даниил и Александр. Ну, раз мы начали говорить о подарках, самый лучший, думаю, подарок приготовили все работники нашего Русского драматического театра. И сегодня гости нашей студии Андрей Габышев, режиссер Государственного академического Русского драматического театра имени Пушкина, и Сергей Ацегейда, заведующий музыкальной частью. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что же нас ждет на эти новогодние праздники? Мы подготовили спектакль для взрослых, музыкальный драматический спектакль «Это машина времени», и детский спектакль «Кентервильское привидение». Тоже музыкальный, кстати. Оба спектакля музыкальные. Да. Оба. Где поют вживую, все. Спектакль «Машина времени» — это продолжение прошлой истории. Я буду ждать, даже если вы не придете. В какой-то степени да. Ну, скажем так, если кто-то не видел первую часть, это вовсе не обязательно смотреть, но это продолжение, несмотря на то, что это произведение является достаточно автономным, то есть Можно смотреть как по отдельности, по отдельности, да. так И и так последовательно. да. То есть, А в но чем- нас переносит в эпоху конца 80-х годов, когда кроме американской музыки, да, то есть если в прошлом спектакле была американская музыка, да, рок-н-ролл, там вот это все, что опьяняло главных героев, то в этом уже вторгается новая культура, это американское кино еще, помимо музыки. Вот. Ну, а Видеосалоны да. там различные. Да. О музыке расскажет Сергей подробно, потому что он Сергей, работал вы как раз. являетесь музыкальным редактором именно этого спектакля. Ну, можно и так сказать. Да, расскажите, пожалуйста, подробнее, потому что, насколько я знаю, будут прозвучат для наших телезрителей песни группы «Машина времени», а также группы «Браво». Да, все правильно. То есть вообще на самом деле подбор музыкального репертуара, скажем так, который используется в спектакле, дело достаточно непростое, потому что нужно учитывать много факторов, в том числе какие-то особенности солистов, которые, естественно, все это исполняют вживую. Это основная сложность, потому что у людей многозадачность. Как бы. В прошлый раз это было, но уже люди достаточно мудреные опытом и очень неплохо с этим справляются. Будет много разной музыки. Вообще вот это направление, которое мы как бы не так давно избрали, оно себя зарекомендовало. И мы решили продолжать двигаться в том же направлении. Ну, понятно, что всегда как бы ажиотаж и с точки зрения и сроков, и работы. Приходится очень много и в сжатые сроки все это делать. Но мы стараемся, что называется, и надеемся, что нашим зрителям очень все это понравится. А когда зрители могут увидеть уже этот спектакль? 2 числа у нас премьера. Сегодня крайний день, когда мы делаем последние какие-то корректировки, вносим, репетируем до поздней ночи. И 2 числа ждем зрителей на Мы премьеру. тоже ждем премьеры. Вот. На самом деле достаточно сложная работа у нас была, потому что сжатые сроки, как Сергей сказал, а задумок очень много. Очень много. Того, чтобы Да, хотелось да, реализовать. да. И, ну, максимально пытаемся это сделать. Ну, я думаю, что при должных усилиях, энтузиазме, который очень свойственен нашим актерам, далеко не безразличным ко всей этой истории, все получится и сложится. Даже художник то, что хотел реализовать, чтобы настоящий автомобиль был на сцене, старая «Волга», то есть мы этого добились, и буквально у нас вчера, Да, позавчера автомобиль заехал на сцену своими силами. Прям Да, вот настоящий? старая «Волга», вот эта вот, да, винтажная, круглая. Голубого цвета. Да. Я видела в сторис. Я активно за этим всем слежу, я прям ожидаю. Это будет практически мюзикл. То есть будет и живая музыка, и исполнение. Танцы. Ну, да, это вообще жанр музыкально-драматический спектакль, потому что у мюзикла там есть определенные нюансы, которые как бы не позволяют нам назваться именно так. Но, тем не менее, что-то схожее с этим будет. Да, достаточно насыщенный, да, песнями, танцами будет. То
есть все в лучших традициях, Кроме машины времени мы услышим там и Queen, да, в том числе. Ну, ну, в общем, и другие. все Да. карты раскрывать не будем, но, тем не менее, я думаю, что с точки зрения подбора именно музыкального материала, исполнительских каких-то вещей, зрителям понравится. Тем более, что период такой новогодний, и как бы попытаемся всю эту атмосферу передать, праздничную. Создать легкую, да, праздничную атмосферу, чтобы люди не загружались там, о чем-то там серьезном, тяжелом. Да, просто расслабились, отдохнули, послушали хорошие песни старые, вспомнили, ну и ушли с позитивным настроем. Ну что, со 2 января спектакль «Машина времени» в Русском драматическом театре. Но вот еще один проект, где заняты артисты вашего театра, и он связан также с нашим телеканалом. Это проект «Новогодняя открытка». Для вас это новый опыт? Мы вообще как бы, ну, с телевидением-то где-то как-то когда-то пересекались, безусловно, но именно вот такого формата, именно вот чтобы это было новогоднего, что-то наподобие новогоднего огонька, мы работаем впервые. И опять же в этом режиме существовать, когда у нас на носу премьера, и люди не ходят из театра, и нужно в перерывах, где-то вместо того, чтобы отдохнуть, ехать на съемки. Это было достаточно напряженно. Действительно, вот сейчас мы видим некоторые кадры из этого телепроекта. Уже хочется с нетерпением посмотреть его полностью. Премьера состоится уже завтра, 31 декабря. Почему знаю? Потому что я там тоже есть. Вон, как раз я бегаю с микрофоном. Я играю саму себя. Слушайте, что-то мне подскажет, что я, по-моему, тоже там участвую в какой-то проходящей роли. И давайте мы расскажем, что же все-таки мы подготовили для маленьких зрителей. Для маленьких зрителей у нас уже состоялась премьера «Кентервильское привидение». 2 спектакля мы отыграли, и также ждем зрителей со 2 числа. Сказку подготовили достаточно такую готичную, которая тоже держит в своей неповторимой атмосфере. И У такого, нас вообще я думаю, мы стараемся спектакли делать атмосферные в первую очередь, чтобы в каждом направлении, ну, понятно, что театр — это большое количество разных видов искусств, и мы вот стараемся все это учитывать. чтобы каждый спектакль был какой-то, обладал своей изюминкой, чтобы он не был похожим на другой. Вот. Более подробно, я думаю, мы об этом поговорим с вами чуть позже, друзья. А сейчас мы прервемся на некоторую рекламу и обязательно вернемся в студию к нашим гостям. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. В эфире программа «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК «Саха». Мы продолжаем. У нас в гостях Сергей Ацигейда, заведующий музыкальной частью Русского драмтеатра, и Андрей Габушев, режиссер Русского драматического театра. Ну и для тех, кто только к нам присоединился, давайте все-таки повторим, что же ждет нас в эти новогодние каникулы. Что интересного для нас подготовил наш Русский драматический театр. Да, 2 января, получается, будет у нас Премьера. спектакль, премьера музыкально-драматический спектакль «Машина времени», а также детская Сказка, да, детская сказка. «Кентервильское привидение». Но премьера его уже прошла. Да, уже прошла, и ждем. Ну, в любом случае, это все премьерные Это показы. премьерные показы, да. То есть, как бы, несмотря на то, что когда идет новогодний марафон, это все по большому счету премьеры считаются. Да. Так как спектакль что-то связан с мистикой, возрастные ограничения, с какого возраста можно деток уже приводить, показывать им? Ну, как бы у нас с 7 лет уже дети ходят, нормально реагируют, потому что... Уже не боятся. Да, уже не боятся, они наоборот говорят, что-то вы совсем зачем мало страшного?» страшного добавили. Мы хотели... Хоррора побольше нужно, да-да-да. Мы на самом деле сами боялись, как дети воспримут. Ну, то есть вдруг начнут бояться, плакать, хотя как бы Ну, мы этого не добивались. Но тем не менее... Как показала премьера, основные моменты, где, возможно, было бы страшно, и наоборот, было интересно, Да, что да. называется. Да, мне в то же время кажется, что дети сейчас настолько подготовленными всеми 21 вот этими век. онлайн-играми и так далее. То есть, я думаю, для них действительно... Чем страшнее, тем интереснее. Какие у вас дальнейшие планы после того, как вы отведете вот новогодние премьеры?
Отдохнуть, да, Да. отдохнуть, поспать. Это в первую очередь, конечно. Нет, ну, работа ведется, и она часто, может быть, где-то в устном договоренности, в формате там обсуждаем все, конечно. Очень много факторов, которые влияют на то, что когда это будет, что, как, зачем, почему, и поэтому здесь много нюансов. Вообще работа ведется над 2 спектаклями, чтобы они состоялись уже ближе к весне. 2 премьеры. Это, опять же, «Сказка». Скорее всего, это будет «Королевство кривых зеркал». И вечерний спектакль «Женитьба Фигаро». Ну, то есть Будем мы- с нетерпением все это ждать, дорогие друзья. Обязательно все на эти выходные отправляемся в Русский драматический театр. Для нас подготовили много чего интересного. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель, который расскажет о последних актуальных новостях. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии» открыли продажи билетов по субсидированным тарифам на внутрирегиональных направлениях. Программа стала адресной, и такие билеты доступны для жителей с пропиской в определенном арктическом районе. По новому механизму снимаются ограничения не только по возврату пассажиров, но и по сезонности авиаперелетов. Теперь билеты для жителей арктических районов будут доступны круглый год. Также увеличивается квота на борт с 2 мест до 10 и выше. Полеты будут выполняться с 1 января по 26 марта следующего года. Продажу билетов на рейсы с апреля по октябрь 2022 года планируют открыть в феврале. Дополнительный объем продуктов доставили в поселок Черский Нижнеколымского района в преддверии новогодних праздников. Якутоптторг доставил 2 тонны фруктов, 1,5 тонны молочной продукции и яйца. Товары уже реализуют населению. Внеплановый дополнительный рейс по маршруту Якутск-аэропорт Кипервеем с дальнейшей доставкой наземным транспортом до поселка Черский был организован из-за закрытия на реконструкцию местного аэропорта. Ранее компания Якутоптторг доставила авиарейсами в поселок весь плановый объем грузов на 2021 год. Это 22,5 тонны. 3 выпускника кадетской школы-интерната поступили в высшее военное учебное заведение. Это первый случай, когда кадеты Мирнинского района решили связать судьбу с военным делом. С этого года в кадетской школе имени Геннадия Трошева ученики сдают экзамены по военной подготовке. Комиссия проверяет и историю российской армии, и военные знания. На практике кадеты за минуту собирают автомат Калашникова, на макете выстраивают военную технику. Экзамен показал, первое, что ребята с большим интересом изучают военное дело. Они учатся владению оружием. Они изучают предметы, связанные с военным делом. И в целом нынешний экзамен показал, что результаты у кадет очень хорошие. Многие из них уже думают о будущей карьере военного. И в целом мы полагаем, что эта практика военных экзаменов себя оправдала. В Государственном театре оперы и балета показали главное новогоднее представление – балет Чайковского «Щелкунчик», поставленный по мотивам сказки Эрнеста Теодора Гофмана. Волшебную новогоднюю сказку на сцене театра играют января, начиная с 1997 года. Спектакль сопровождается потрясающей игрой симфонического оркестра. 3-й и 4-й показ спектакля также состоится 8 января. Зрителей ждет блестящая игра актеров, 4 смены картины постановки, завораживающие наряды. А сюжет таков: злой мышиный король превратил прекрасного принца в уродливую куклу, но добрая и смелая девочка Маша помогает Щелкунчику побороть мышиное войско. Щелкунчик, он идет как кукла, а потом он превращается в принца. И главную героиню отводит в сказочную страну. Вот опять вот мир мечты и самых заветных желаний. Вообще спектакль, конечно, он вызывает очень светлые, очень такие эмоции детские. Перевоплощаясь в Машеньку, ну как бы вот даже сколько лет я уже танцую ее, очень много. Вот. И это всегда как-то по-новому, по-детски, всегда очень сказочно, очень как-то вот вызывает такие ощущения позитива, как-то вот дает силы жить дальше.
Друзья, мы всем желаем доброго утра в этот предновогодний день. И напоминаем, что работаем в прямом эфире. К нам на наш WhatsApp номер поступило поздравление. Нашу дорогую и любимую маму поздравляем с днем рождения. От всей души хотим сказать тебе спасибо за все, что ты делаешь для нас. Мы очень сильно ценим и дорожим тобой. Желаем тебе в первую очередь, конечно же, крепкого здоровья, счастья. Пусть обходят стороной тебя ненастья. Сопутствует тебе всегда успех и удача. Помни, дорогая, ты дороже нам всех. Твои любимые дочь Вера и муж Евгений. С удовольствием присоединяемся к поздравлениям. И поздравляю с наступающим Новым годом своих любимых детей Алену и Васю, невестку Нюру, 5 внуков. Желаю крепкого здоровья, всех земных благ, благополучия. Пусть Новый год принесет много счастья и радости. Ваша мама Федорова Ида Николаевна. Ну а мы продолжаем. И в преддверии Нового года «Утро Якутии» подготовил для вас необычный выпуск. Новогодний. Вместо студийного павильона у нас будет автобус. Вместо новогодних реквизитов зимний морозный Якутск. Доброе утро, дорогие наши телезрители! Это утро мы решили начать для вас в необычном месте. Команда «Утро Якутии» приготовила для своих зрителей новогодний сюрприз. Вместо студии – пассажирский автобус «Лиаз», а за окном – зимний Якутск. Съемки проходили внутри атмосферного автобуса с кондукторами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. И даже опытный водитель Николай Афонин за баранкой сидел в нарядной шапке. Наш автобус отправляется в новый 2022 год. Обычный пассажирский автобус превратился в волшебный. Прохожие успевали в мороз делать селфи, ведь красный автобус из известной рекламы у многих поднял настроение. «Утро Якутии» подготовило специальный подарок для зрителей телеканала «Якутия-24», а в этом им помогли сотрудники и, можно сказать, вся якутская пассажирская автотранспортная компания. Сотрудники украсили своими руками вот такой пассажирский автобус. Более 100 метров светодиодной ленты понадобилось для того, чтобы украсить автобус в 13 метров в ширину. Благодаря почти ювелирной работе электриков ЯПАК это удалось сделать в кратчайшие сроки. 130 метров было диодной ленты с наружной части автобуса заклеено. Также внутренняя часть – это гирлянды и лампы. Все у нас на преобразователе с 24 на 220. В рамках взаимодействия Якутии-24 МУП ЯПАК был выделен резервный автобус. Съемки проходили в экстремальных условиях, когда за порогом почти минус 50. Камеры замерзали, операторам приходилось их отогревать, а бодрые ведущие согревали всех своей харизмой. Ограниченное пространство вроде простая, но трудная задача для операторов. Специально для съемок даже пришлось убрать часть сидений. Как сделать правильный ракурс во время движения автобуса, выстроить точный баланс при освещении и не нарушить композицию. Главное для съемочной бригады – это красивый кадр. Команда «Утро Якутии» подведет итоги уходящего года, вспомнит яркие моменты и пригласят в роли пассажиров интересных гостей. А для меня лично было очень интересно и приятно видеть вот именно работников телевидения, потому что мы их каждый день видим на НВК Саха, на Якутии-24. Мы с ними вместе чай пьем, мы их всех знаем в лицо. Предсказание звездочета, новогоднее меню и как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось. А главное, произойдет в конце праздничного выпуска – вкусный музыкальный десерт. На самом деле ощущения очень даже замечательные, потому что это для нас тоже опыт, потому что надо уметь как-то ко всему подстроиться. И тем более артисты, такой же как раз-таки народ, который может выступить где угодно, как угодно, когда угодно. Поэтому мы с удовольствием приняли участие. Да. Немного шуток, веселья, фейерверка. И предновогоднее настроение на 31 декабря вам будет обеспечено. Ведь праздник к нам приходит с утром Якутии. Ирина Григорьева, Петр Шестаков, Владимир Павлов, Артем Алексеев, Якутск.
Ну что, я думаю, что это прекрасное новогоднее настроение мы передадим вам буквально завтра. Он будет в прямом эфире с 7 утра на каналах «Утро Якутии», говорю, Якутия 24 Якутия и 24. НЗК «Саха». О, Полина, у тебя какие впечатления были после съемок? Ну, какие у меня были впечатления? У меня во время съемок были впечатления о том, что вот-вот я замерзну просто, потому что на самом деле было довольно-таки холодно в городе. Мы снимали практически весь день. Хотелось, чтобы это поскорее закончилось, но при этом не хотелось, чтобы зритель об этом догадывался, потому что хотелось сделать именно качественный, вкусный выпуск, чтобы действительно создать настроение. Представляешь, же завтра люди проснутся, и самое первое, что они увидят, это они увидят нас. Действительно, но надо сказать, что автобус нам на самом деле очень понравился. Он теплый, и причем по последним новостям данный автобус, украшенный этой светодиодной лентой, продолжит радовать якутян и двигаться по различным маршрутам. Это вот такой подарок междугородних перевозок, так скажем, да? Ты, кстати, все подарки уже упаковал, все купил? Вообще еще нет. Ну, у Как тебя раз сегодня хочу заняться последний сегодня. день. Да, как всегда. Я хотел все это сделать заранее, но, как всегда, и как и все, буду делать это в последние дни. Но аналитики поинтересовались у россиян, сколько они готовы потратить на проведение новогодних праздников. 27% из них планируют отдать до 30-40 тысяч рублей. Опрос показал, что каждый шестой россиянин специально начинает откладывать средства на Новый год за несколько месяцев. При этом 38% не копят на новогодние праздники, однако тратят столько, что еле хватает потом еще до январской зарплаты. 24% опрошенных им хватает средств и без накоплений. Ну, а какой подарок выбрать, чтобы он запомнился и был в то же время не особо разорительным, еще и полезным, нам посоветует Юлия Михайлова. В спортивном комплексе «50 лет Победы» продолжается предновогодняя ярмарка. Она традиционная, каждый год собираются на эту ярмарку мастера со всего города, а то и республики. Они представляют здесь все свои замечательные изделия, которые выполнены с любовью, своими руками, с душой. И таких изделий ручной работы на выставке предостаточно на любой взыскательный вкус. Их главное качество – уникальность. Ведь их создает мастер, вкладывая в изделие частичку своей души. Здесь дровница. Это сделал многодетная семья Павловых. Такая дровница не только практична, но и добавит уюта в любом загородном доме. Добротные деревянные изделия для дома мастерят работники школы АИКГТА. В выставке мы участвуем в этом году впервые, благодаря родительскому комитету школы АИКГТА. Вот мы здесь перед вами стоят поделки, работы, авторские работы учеников, родителей и работников школы. Для выставки постарались все, и дети, и родители. Школьники смастерили декоративные украшения для новогоднего стола. Мамы сплели ажурные зонтики на лето и много чего еще. Цены установили совместно самые скромные. Наверное, еще и поэтому изделия уходят моментально. Товар идет очень хорошо. Так, очень популярны сейчас вот такие вот сувенирчики. Это декор для стола. И вот такие вот композиции из Нобелиса. Если кто-то еще не успел приобрести подарки своим родным и друзьям, это можно сделать на выставке. Ну, здесь все так интересно, все так красочно и интересно. Надеюсь, я сейчас присмотрю что-нибудь, подарки для своих близких, для своего мужа, для своих родных. В Новый год все желают друг другу благополучия, здоровья и добра. Поэтому на выставке можно найти множество якутских оберегов с узорами, украшенные конским волосом, который имеет сакральную силу охранять жилище от всего плохого. И, конечно, в любой семье Новый год должен начаться с календаря. Якутский календарь, вечный календарь, он не изготавливается на один год. И в каждом лусе в старину календарь был индивидуальный. В зависимости от уклада жизни, то есть когда выходить на сенокос, на рыбалку, на охоту,
от природы все зависело. И якутский календарь, он раньше был в каждом доме. Новогодняя выставка, собравшая мастеров столицы, дарит новогоднее настроение. Глядя на мастеров, заряжаешься еще и желанием творить что-то самому. Дорогие зрители, с Новым годом вас, наступающим, вам творчества побольше, потому что в наше сейчас время, которое у нас дома, в основном мы сидим, и чтобы мы не скучали, у нас есть сейчас огромная возможность себя воплотить как творческого человека. Так что я вам желаю именно творческого пути, здоровья и всего благополучия в вашей жизни. Кто-то ждет, пока ему вручат подарки, а кто-то идет к осуществлению своей мечты и сам копит средства на тот самый долгожданный подарок. Подробности расскажет Саргалана Неустроева. Именно это письмо, адресованное соседям, совсем недавно взорвало якутское твиттер-комьюнити. Объявление Ариан написал еще в октябре, но популярность оно обрело только сейчас. Грамотность изложения, четкие инструкции и стремление зарабатывать на свои мечты самостоятельно, несмотря на юный возраст, покорили пользователей сети. Некоторые даже помогли Ариану приблизиться к мечте и без выноса мусора. К слову, копит Ариан, как оказалось, на VR-очки. Много уже у тебя накопилось? Довольно много, да. Довольно много накопилось уже денег. Когда это было? Где-то в ноябре, в начале ноября, я помню. Первые объявления, первые заказы пошли вот в этом подъезде. Человек 30 мне писало, и несколько человек хотели со мной лично встретиться. Мотивирует то, что ты за работу получаешь деньги. То есть это на еду и так далее. Энтузиазм интернет-сообщества родители мальчика не одобряют, хоть и благодарны за добрые отзывы. Признаются, популярности они не искали, а уж тем более не рассчитывали на щедрость интернет-пользователей. В Ариане они воспитывают самостоятельность. Именно мама мальчика предложила ему самому накопить на VR-очки и идеи заработка. Конечно, хотелось бы, чтобы он сам своим трудом все это понимал, чтобы узнавал, что такое зарабатывать. А вообще мы его с самого детства учим финансовой грамотности, что такое работа, объясняем, чтобы он к началу взрослой жизни уже был готов ко всему. По словам мальчика, в месяц ему удавалось заработать порядка 1500 рублей. До Нового года купить заветные очки Ариан бы не успел. И все же то ли это новогоднее чудо, то ли просто удача, но уже совсем скоро Ариан осуществит свою мечту. Самое главное, что такой образ жизни совсем не вредит учебе Ариана. В дневнике школьника одни четверки и пятерки. Опыт работы у него уже имеется, и труд совсем не в тягость. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Молодец, Ариан, это тот самый пример, когда не ждешь чего-то, а сам копишь на свою мечту. Но мы будем надеяться, что у него действительно все получится, и новогоднее чудо произойдет, не без его усилий, конечно же, и он получит тот самый долгожданный свой подарок. Друзья, а прежде чем мы продолжим далее, друзья, многие, наверное, из вас сейчас готовятся к завтраку, и у нас для вас есть очень полезная и вкусная рубрика. Доброе утро! Меня зовут Инхеева Мария, я работаю в ресторане «Тимтон» города Нерюнгри. И сегодня мы с вами будем готовить очень вкусные и полезные оладьи из тыквы. Для этого нам понадобится тыква 200 грамм, мука 100 грамм, яйцо 1 и щепотка соли. Соль ложим по вкусу. В тыкве добавляем просеянную муку. Так как у нас не идет разрыхлитель, поэтому мы ее сеем. Она будет выступать за место разрыхлителя. Яйцо и совсем чуть-чуть соли. Но кто соль не любит, можете не класть ее. И все очень тщательно размешиваем. У нас должно получиться тесто, как на оладьи. Дадим постоять минут 10, чтобы у нас мука растворилась в тыкве и все ингредиенты соединились. Тыква может быть любой, она может быть жесткой, она может быть мягкой, она может быть водянистой. Поэтому для того, чтобы у нас не получилось, что оладьи сырые, лучше натереть на мелкой терке. Но если вы трете на крупной, то для этого нужно их будет чуть дольше жарить. Наше тесто постояло,
Все ингредиенты соединились. Теперь мы выкладываем наши оладьи. Вы можете их делать чуть побольше, чуть поменьше, кто как любит. Обжариваем с двух сторон на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Тыква – это кладезь витаминов, она очень полезная. Такие оладьи будут есть как ваши дети, так и взрослые. И даже не поймут, что это тыква. Переворачивать их нужно очень аккуратно, чтобы не обжечься маслом. И вот еще 2 минуточки, и они у нас будут готовы. Вы можете доготовить их под крышкой, уменьшив при этом огонь, либо довести в духовке. Они, между прочим, очень хорошо сочетаются с шоколадом, с шоколадным топпингом. Это можно сделать самим, называется ганаш. Растопить шоколадку, плитку или половинку в духовке и полить их. Лишнее масло у нас сейчас уйдет. Прошло 5 минут. Наши оладушки из тыквы готовы. И сегодня мы их будем украшать шоколадной пастой и облепихой. С добрым утром! Приятного аппетита! Мы сейчас смотрели тоже этот сюжет, и я думаю, а где взять в эти дни можно тыкву? А оказывается, у Полины еще... У меня с сентября есть, я ее купила очень большую, заморозила ее. Кстати, на днях мне попадался очень интересный пост о том, что же все-таки стоит ставить на новогодний стол, а чего стоить не надо. Обязательно, так как год у нас 2022, это год тигра, тигр у нас хищник, обязательно нужно символ года уважить. То есть чем больше мясной продукции будет на столе, тем будет лучше. Но при этом не рекомендуется использовать какие-то салаты, ставить на стол именно морские, там, морские коктейли или, допустим, тот же самый кальмар, или тем более уже, если там будут какие-то ракообразные, потому что, особенно оказывается... тигровые креветки. Тигровые креветки тоже не надо, мне думаю, тигр этого не оценит, а вот что касается именно продуктов из крабового мяса, то тут есть своя психология, что раки и крабы – это такое животное, такая живность, которая по своему характеру, да, пятится назад. Вам не надо, чтобы у вас следующий год все было вот так вот неуверенно, а наоборот, чтобы все было очень хорошо. Поэтому больше мясной продукции, вкусного, полезного для своих любимых. Ну, а я, в свою очередь, могу дать совет готовить не на целый месяц, а ну хотя бы дня на 3, да, чтобы особо продукты не залеживались, и, соответственно, у вас была как бы легкая легкость в желудке. Ну, а через 3 дня потом сам вставай в плите. Это вообще-то законные выходные. Мы будем отдыхать 10 дней и доедать то, что приготовили в новогоднюю ночь. Ну, от пищи телесной мы переходим к пище духовной. Несмотря на предновогоднюю суету, для того, чтобы привести мысли в порядок, можно, например, посетить спектакли или выставки. К примеру, Национальный художественный музей, где идет очень интересная выставка. В Национальном художественном музее продолжает работать выставка театрального художника, живописца, графика, заслуженного художника Российской Федерации Геннадия Петровича Сотникова. Это выставка, ретроспективная коллекция, которая охватывает временной период 80-е, 2000-е годы. И вот творческая линия, судьба Геннадия Петровича, она неразрывна и очень тесно связана с Якутией, с драматическим театром Платона Аюнского и, в частности, с режиссером Андреем Савичем Борисовым, с которым они поставили очень яркие спектакли, которые покорили театральный мир. На выставке представлены афиши, эскизы, костюмы к спектаклям. Художник прочувствовал этнический материал и показал его с особым взглядом, своим интеллектуальным видением, наделил его особым характером.
Конечно же, героев своих произведений он искал не только в городской среде, но очень часто и очень много художник работал в археологических экспедициях, работал с вулканологами на Камчатке, на Чукотке. Художник всюду находил материалы для познания и изучения. И он носил с собой блокнот, карандаш, чтобы потом эти эскизы в своих мастерских перенести на холст. Не имея возможности в поле рисовать на холсте красками, художник изобрел оригинальную технику рисования на контурных картах. И в его произведениях представлены не только люди, но и предметы, природа, которые он одушевляет, награждает таким особым характером. Все его произведения – это особый мир, особая вселенная. Она скромна, проста, но насыщена огромным интеллектом, мыслью, философией. Его произведения вообще поражают разнообразием жанров и техникой. Его работы хранятся в театральных музеях Санкт-Петербурга, Москвы, в Русском музее в Казани и у нас в Якутии. Мы приглашаем всех жителей на эту большую многогранную выставку большого художника, который оставил такой очень точный, прочный след, поэзию, штриха и линии в театральном. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24». В студии Руслан Ачиров и Полина Долинская. Ну и сейчас самое время посмотреть актуальные новости вместе с Сергеем Михедовым. Якутия, доброе утро. Далее смотрите блок новостей. Дополнительные средства выделили из бюджета Нерюнгринского района для решения проблем с отоплением в селах Иенгра и Золотинка. Сейчас формируется месячный запас угля. На первое время аналог оперативно найден в компаниях «Холмар» и «Долгучан». Проблемы с отоплением возникли 2 недели назад из-за дефицита подходящего угля. По этой причине котельная не могла нагнать температуру по утвержденному графику. Сотрудники районной администрации будут проводить контрольные выезды в котельные регулярно до окончания отопительного сезона, в том числе в выходные и праздники. Росавиация объявила результаты отбора авиаперевозчиков на предоставление субсидий из федерального бюджета в следующем году. Из аэропортов Якутии льготные билеты будут предоставлять 7 компаний. Это Якутия, Алроса, Аэрофлот, Сибирь, Ираэро, Редвингс, Уральские авиалинии по 38 маршрутам. Социальные тарифы сохраняются на уровне прошлого года, отметили в Минтрансе республики. Кроме того, с сегодняшнего дня открыты продажи на внутрирегиональные рейсы на полеты с 3 января. По выгодной цене можно улететь в Белую гору, Батагай, Чукурдах, Депутатский, Жиганск, Среднеколымск, Черский, Оленек, Соскалах, Тикси, Зарянку, Сакырыр и в поселок Усть-Куйга. Из федерального бюджета субсидируются авиаперелеты для всех категорий, возрастных категорий жителей, проживающих на Дальнем Востоке. Это Москва, по маршруту Москва-Санкт-Петербург из наших городов, из Якутска, Мирного, Полярного, Нерюнгри. Также 29 декабря наши региональные авиакомпании начинают продажу субсидированных билетов для внутри республики, так называемые межулусные рейсы для арктических улусов нашей республики, где цена билета будет, субсидированного билета будет снижена ровно наполовину. Специализированную программу для спутникового мониторинга лесных пожаров создают в республике. Проект будет реализован до 2024 года. Кроме того, будет получена технология и оценка лесовосстановительного потенциала экосистем после пожаров. Даны рекомендации по восстановлению лесов. По словам главы региона, работа ведется в рамках научно-образовательного центра «Север». Айсен Николаев отметил, что восстановление лесов после природных пожаров – один из экологических приоритетов для региона. В Якутии на данный момент работают 2 лесных питомника.
До 40 тонн увеличена грузоподъемность ледовой переправы через реку Алдан на федеральной автодороге Колыма. Водителям рекомендуется соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы. И последнее. Новогодний автобус будет курсировать по Якутску и пригородам до 7 января. Красный автобус «ЛиАЗ» украшен иллюминацией по всему корпусу. Прокатиться на праздничном транспорте можно будет на разных маршрутах. К этому часу это все новости. Коллеги, я возвращаю вам слово. Спасибо, Сергей. Ну а в эти дни все подводят новогодние, предновогодние итоги года, чествуют отличившихся. Так в Хангаласском Улусе назвали имена 10 лучших спортсменов года среди воспитанников ДЮСШ. Ну а юные хангаласцы хорошо проявили себя в таких видах спорта, как шашки, вольная борьба и стрельба из лука. Традиционно в конце года в ДЮСШ подводят спортивные итоги года. Нынче помимо десятки лучших спортсменов решили отметить призеров соревнований по неолимпийским и национальным видам спорта. Всего награды получили 13 юных спортсменов и одна спортивная команда по волейболу из села Булгуняхтах. Наиболее результативными в этом году стали борцы вольного стиля. 4 юноши и 2 девушки вошли в число лучших спортсменов по этому виду спорта. Также были отмечены стрелки из лука и боксеры. Мы с нетерпением ждем и верим, что масс-рестлинг в ближайшие годы попадет в программу Олимпийских игр. Награды удостоился и молодой масс-рестлер Аркадий Сивцев. И в этом году, да, имеем победитель первенства России по масс-рестлингу Сивцев Аркадий. Он также является призером игр Манчары нынешним летом, который проходил. В интеллектуальных видах спорта в 2021 году не было равных Айсену Егорову. Юный шашист в возрасте 13 лет стал самым молодым в истории Якутии чемпионом по шашкам среди мужчин. Серебряный победитель Кубка Европы по стоклеточным шашкам. На предстоящий год у Айсена уже намечены цели. Я хочу выполнить норматив мастер спорта ФМЖД и мастер России. 2022 год ознаменован проведением международных спортивных игр «Дети Азии» в городе Владивостоке. С января начнется отбор в состав сборной республики. Хангаласская ДЮСШ также должна подготовить своих кандидатов. Специально для «Утра Якутии» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Ну что, друзья, впереди нас ждут затяжные выходные. Кстати, социологи все равно решили у многих поспрашивать, что они по этому поводу думают. И оказывается, 45% россиян довольны длительностью новогодних каникул. Однако каждый пятый считает, что их надо сократить. Об этом свидетельствуют результаты опроса. А 29% россиян отметили, что будут работать с 31 декабря по 10 января. И только 6% считают, что каникулы должны быть еще длиннее. Ну а также хотелось, пользуясь случаем, передать поздравление, которое пришло по WhatsApp. Семья Казаковых поздравляет своих родственников, проживающих в городе Якутске и в Саскалахе, с наступающим Новым годом. Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш эфир. Увидимся уже завтра. Вас ждет новогодний выпуск. А прямо сейчас мы хотим подарить вам немножечко зимнего настроения замечательным клипом. Так, ну что, сейчас сербская певица
Tundara min tuam tumara ergitçi manhanhar ensillerken uyar. Bardar amat hardar tamayan tabak tamayana. Bubuhani otorbun di sanan taimekta ayani taptatemin basan tundara min tuam tumara ergitçi manhanhar ensillerken uyar.